Словно снежный ком на голову олимпийского участника в родной Ухте родители в эти дни хоть и мечтали увидеть, но никак не ожидали. Позади напряженный сезон, а потому Диме нужна была передышка. Он ее и сделал спонтанно, отправившись отнюдь не на моря, а в отчий дом, причем тайком. Он мне позвонил, говорит: мам, я слышу по голосу, что он такой грустный, и он мне говорит, что я подустал, пойду домой полежу. Я говорю: хорошо, говорю, иди поспи, говорю. В общем, он пошел. Потом через какой-то момент звонит мне, и я слышу шорох снега такой, и у меня просто начинает предчувствие, что что-то тут не так. И слышу, как он поднимается по ступенькам. В школе я была на 2-м этаже, причем стояла в фойе, и он так тихонечко обходит, и одел капюшон, спрятался и хотел сделать такой сюрприз. Но я сразу закричала, естественно, побежала ему навстречу. Мы обнялись, очень долго держали друг друга в руках. Так вот. Встреча с отцом оказалась не менее трогательной. Сергей Алиев, директор местной спортивной школы, в этот день много ездил по городу в поисках стройматериалов. Когда вернулся обратно на рабочее место, одолевать начали сотрудники. То один, то другой, все с какими-то вопросами. Второй подходит рабочий, толкает меня в спину. Я говорю: отвали, поворачивайся, это сын. Вся семья Димы спортивная. Правда, и родители, и братья – лыжники. У каждого разряды. До 13 лет и Дима разделял семейное увлечение. Но после все чаще его застигали за пируэтами в фигурном катании. Тогда и пришлось делать выбор. И когда у нас появилась возможность попробовать фигурное катание, я, конечно же, не отказался, потому что это тоже было интересно. И как раз на то время у меня стало получаться потихонечку выкарабкиваться из самого дна. И вот он уже на Олимпе, правда, пока без медалей. Но сезон лишь первый взрослый, все еще впереди. Пока же лишь предвкушение победы и вдохновляющее ощущение после Олимпиады в Пхенчхане. Это был праздник, который невозможен без неимоверного количества труда, изнуряющего и выматывающего. Но зато теперь о прыжках, даже четверных, Дима не беспокоится. Эти элементы он любит, и теперь не даются ему практически без труда. Это уже давно точно просто в голове у тебя сидит, что... Если что-то поменяли, ты просто за этим контролируешь, но элементы-то они оттачиваются на тренировке. И когда ты уже выходишь на лед, у тебя мозг отключается, ты делаешь лишь бы сконтролировать и с холодной головой делать. Это все на автомате. Все родные сходятся во мнении. В спортивной карьере Димы, помимо его непреодолимого упрямства, было множество счастливых совпадений и встреч. Нельзя сбрасывать со счетов и достижения самой семьи, где царит ярчайший патриархат. Соревнования никогда не служили поводом для отлынивания отдел. Воспитывать приходилось и кнутом, и пряником. Даже сегодня Сергей Васильевич подгоняет сыновей фразой «Не позорь мою фамилию». Да, бывали моменты: не хочу заниматься, устал, еще что-то. Папа сказал: надо, встаем и делаем. То есть у нас нет такого, что мы могли поспать до 12 часов. Такого в семье у нас нету. Вот и этот визит в Ухту не проходит так просто. Дима сдает нормативы ГТО и снова проявляет свой характер бойца. Именно его волевые качества и привели юношу на уровень мастеров. Конечно, как признается ухтинец, не обошлось и без сложностей. Ведь конкурировать во взрослом спорте пришлось с фигуристами совершенно другого уровня. Это такой уровень колоссальный, где все готовы показывать себя на максимум, проявлять себя. Они грызутся зубами уже за победы, потому что каждый хочет стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Немножко притирка, немножко, так сказать, почувствовать атмосферу уже к концу сезона более уверенно, более спокойно. Сегодня Дима служит примером для подрастающих ухтинских спортсменов, причем не только фигуристов. За ним активно следят и лыжники. А его первый тренер и вовсе говорит, если уж разлюбит коньки, может возвращаться обратно, на лыжню. Здесь его точно ждут высокие достижения, ведь для этого у Алиева-младшего есть все данные. Это умение систематично, ежедневно работать, терпеть нагрузки. Характер, воспитывает духа характера, именно характер бойца. Впрочем, пока приоритеты у Димы другие. Он все так же мечтает зайти на пьедестал почета в Олимпийских играх. А потому времени на отдых в родной Ухте оставляет не так много. Всего 2-3 дня. А после снова на тренировки в Питер. Северная столица стала для него уже вторым домом. А тренер Евгений Рукавицын словно второй отец. Любовь Лапина, Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.